Наверное, у каждого из нас был учитель, слова, отношения которого запомнились на всю жизнь. Или интересный подход к урокам стал искрой для выбора вашей профессии. Сегодня ветеран педагогического труда Галина Борисовна Синдюкова пригласила нас в свою 9-ю школу имени Киршенгольца, чтобы мы пообщались с учителями разных поколений. Что они думают о своей работе, что хотели бы изменить? Нас фактически почти все время реформируют. Хочется сказать, оставьте нас в покое. Учителя знают, как дать интересные знания, как привлечь детей. Дайте нам свободы, дайте нам возможности работать именно с ребенком, а не заполнять огромное количество документов. Что же мне хотелось бы изменить, да? Но я думаю, было бы хорошо найти середину, баланс, так скажем, да, между традиционным способом обучения методами и инновационными. Тогда, я думаю, современное образование пойдет вперед. И главное, да, получается, обучить детей, но сделать так, что, возможно, для кого-то, да, новая форма не подойдет, да, для какого-то ученика, а для кого-то традиционная форма. Нужно все равно находить индивидуальный подход к каждому ученику и, получается, пользоваться такими методами, которые подойдут именно ученику. Но все-таки главное, мы должны думать о детях, о ребенке. Вот я невольно вспомнила Андрея Болконского, когда он занимался преобразованиями у Спиранского в романе «Война и мир». Он очень долго этим занимался, это его увлекало, но потом он вспоминал своего старосту в деревне. То есть он начал думать о том, как это скажется на народе, лично на людях его имения. И он отказался от этой работы, бросил ее. Поэтому сотрудники министерств разного уровня, принимая преобразование, все-таки должны думать об ученике, о своем внуке, о своем сыне, о своей дочери, как это на ней-то скажется. Поэтому эта мера должна быть главная – ребенок, чтобы с этими преобразованиями не выплеснуть ребенка. Пандемия, она наложила огромный отпечаток на вообще все образование в целом, потому что до пандемии у нас даже не было мысли, что мы будем обучать через компьютер, да, через Zoom, Discord и прочие, да, вообще мысли об этом даже не было. А вот сейчас мы это все умеем, это уже для нас обыденно. Мы перестроились, мы даже в пандемию не ушли, ни на удаленку. Значит, никуда не уходили вообще, мы работали с детьми. Заметим, что 9-я школа на улице Дзержинского особенная. Была построена сразу после войны, представляете? И здесь трудились учителя-фронтовики. Сегодня образовательное учреждение входит в 100 лучших школ России, лауреат многих конкурсов. И его работа была представлена в ЮНЕСКО. Стены. Традиции продолжаются. Нельзя быть хуже того поколения, которое работало до нас. Конечно, изменения происходят. Все течет, все изменяется. Но я стала более щепетильнее, что ли, относиться к каждому ребенку, понимая, что это лучик света в каждой семье. Мы живем в постоянно меняющемся, развивающемся мире. Всегда что-то новое происходит, что-то новое открывается. И, можно сказать, открыты многие двери перед нами сейчас. Действительно, время очень интересное. Оно дает вызовы. И на эти вызовы интересно отвечать. Почему вы решили стать учителем? Почему учителем? Это, наверное, у меня и сложилось уже и семейная традиция. Я была старшая в семье, была воспитателем уже таким негласным. У меня был учитель русского языка и литературы, да, Прасковья Ивановна. И я бы не сказала то, что я хорошо училась, да, у меня не было интереса к учебе, да, к русскому языку и литературе. Я сама не заметила, да, как я уже через несколько уроков я сижу уже так с вытянутой рукой. И получается, она показала, да, как можно, да, и как нужно заинтересовать. И у нас был класс такой, да, то, что если были, да, какие-то проблемы с учебой, но литература и русский язык все любили. Изначально я не хотела быть учителем, хотя учителя у меня были очень хорошие. Я училась тоже в маленькой школе, в 25-й.
Этого здания уже нет, к сожалению, его снесли. И у меня были очень хорошие учителя, очень хорошие. И вот Валентина Михайловна Заяц, это вот мой первый классный руководитель. Мы у нее вообще первый класс был. Вот я увидела на ее примере, как нужно отдавать себя детям. Да? Она тоже была очень человек очень интересный. И потом я решила, что я буду, в общем-то, вот продвигать науку. Собиралась совершить открытие в мерзлотоведении. Вот. Поэтому я поступила на географический факультет. Но потом вот немножко вмешалась, как говорится, история наша современная. И, к сожалению, когда я университет заканчивала, уже была очень большая разруха, и наука просто загибалась. Поэтому вот я пошла в школу, но я не жалею. И вот, как сейчас Галина Борисовна говорит, 10 лет нужно работать на свой авторитет. Я проработала 10 лет. Я думаю, что, в принципе, авторитет у меня есть определенный. Есть результаты хорошие моих учеников. И я считаю, что если результат моего ученика будет выше, чем у меня, я буду просто счастлива. У вас есть свой какой-то особенный подход? Если его английский язык особо не интересует, то можно найти что-то такое похожее, да, такую область, в которой ему английский язык пригодится. И тогда у него уже интерес появляется. Ну, понимаешь, да, это мне нужно, да, это там было, я это видел. Вот. И тогда уже какой-то интерес появляется. И главное, когда он появляется, главное этот интерес разжечь. Но справляться нужно с 1 класса. Их надо сначала приучить. 1 класс, как ты берешь их, нужно их приучить к порядку. Это самое главное. Учитель это, как артист. Иногда же артистов слушаешь, они говорят, вот я выхожу на спектакль, чувствую зал тот или зал не тот, да? Вот то же самое, ты заходишь в кабинет и чувствуешь, дети настроены работать или дети не настроены работать. Отсюда ты сам можешь менять там принцип урока, там методику можешь какую-то другую менять. То есть ты каждый раз подстраиваешься под детей. Когда ты ребенка видишь в семье, когда ты с ним общаешься в его комнате, да, с его родителями, отношение становится совершенно другим, да? Ты как-то его больше понимаешь, его больше слышишь. И, знаете, я очень довольна, что я работаю вот в небольшой школе, потому что мы здесь знаем каждого. Мы знаем здесь детей уже с начальной школы. И когда мы выпускаем своих детей, учеников, в принципе, это вот как одна большая семья. Когда приходит в класс новый ученик, ну вот, допустим, даже я там не классный руководитель, а просто учитель, предметник, уже начинаешь как-то не очень комфортно себя чувствовать из-за того, а как вот этот ученик меня воспримет, как он вольется, как он будет понимать меня. Поэтому приходилось иногда даже индивидуально работать. Было ли такое, что вы прямо переживали, там какой-то сложный ученик или сложные взаимоотношения с кем-то вот? Очень, это было часто. Я вот сейчас могу привести пример. Был мальчик в классе, с которым никто не хотел рядом сидеть. Родители, как-то получилось, что папа у него участник войны и работал в Ленинграде. Вся семья погибла. И он из Ленинграда, как речник, приехал сюда, в Якутск, завел вторую семью. И жена оказалась не совсем удачная, любила выпить. И дети не всегда были под надлежащим присмотром. И мальчик приходил в одной и той же рубашке, там мог неделю-две ходить. Дети не хотели с ним сидеть. И вот когда я посетила эту семью, я сказала: мама, ее звали Мария Александровна. Я еще говорю, прямо вы как мама Ленина, Владимира Ильича, вас также зовут. Знаете, Мария Александровна, может быть, вы мне дадите его рубашки, я постираю, и он будет ходить в чистой рубашке. Каждый, через 2 дня менять будет, чтобы дети с ним сидели. Но потом она, конечно, сказала: нет, я уже это сделаю сама. И мальчик стал приходить прямо каждый день в белой рубашке. Она так старалась, чтобы он приходил в белой рубашке. А с ребятами я провела беседу. Мальчика не было в классе. Я говорю: вот так и так, дети, у них очень сложная обстановка дома. Мы должны ему помочь.
Давайте, будем ему помогать. Вот каждый по очереди будете к нему подсаживаться, помогать ему на уроке, потому что помочь там ему некому. И вы знаете, дети прониклись таким уважением к этому ребенку. Я удивилась, как они старались помочь ему. Дети лечат. Вот мы же сейчас, ну, это до пандемии, конечно, было, сейчас с температурой в школу нельзя, а иногда вот идешь и чувствуешь себя не очень хорошо. Проведешь 3-4 урока, и уже прямо вот здоровье улучшается. Это вот я по себе знаю, что... Заряд, да, такой? Да, что ты от детей подпитываешься, что они тебе вот дают и здоровье, и настроение. Но нынче дети стали более такие инфантильные, но более раскрепощенные. И, как сказать, они более в технике. Вот если у учителя не получается что-то в компьютере, они быстро тебе подскажут и скажут, что надо куда нажимать и что как надо делать. Учитель начальных классов, он всегда, вот я наблюдаю за своими учителями тоже, он такой, как ребенок. Тоже так же радуется всему, также удивляется. И столько творчества вот, в учителях начальных классов именно. И они также обижаются на своих детей. Вот. И больше мероприятий, наверное, в начальной школе, потому что учителя больше тоже, как дети, думают, что интересно им, когда что-то творят. Ну, вы сами, наверное, еще ребенок, ну, в смысле, вот у мамы может быть там младший сын, нет? Я, да, у матери младший сын. Что у вас есть детского, у вас самих? Ну, наверное, это можно сказать, во мне есть детская игривость. То есть я люблю подшутить, какие-то подколоть в общении с друзьями, с близкими. Ну и в целом подурачиться можно. Что детского? Ну, может быть, некоторая наивность и вера в человека, так скажем, вера в людей. Какой вам предмет нравился? Наверняка сами тоже баловались. Ну, мне нравились гуманитарные науки. Получается, это русский язык, литература, история, обществознание, также якутский язык и литература. Вот. И тоже участвовала на олимпиадах разных, конкурсах. Ну и получала призовые места. А насчет школьничества, ну да, бывало иногда. Да, ну, конечно же, мы же были детьми. Как? Ну, мы иногда сбегали с занятий, получается, да, после обеда у нас бывали дополнительные занятия. Ну, мы, конечно же, детьми были, ленились иногда, хотелось погулять, особенно весной, когда на улице так тепло, солнечно. Да, ну вот и сбегали, ну, потом, конечно же, получали. Вот так. В какой школе? Я закончила в школу в Черептинском улусе, в Черепте. У старшеклассников, конечно, больше вопросы, связанные с мировой экономикой, с мировой политикой. Вот мы достаточно дискутируем часто, да. А малышня, они, конечно, бывают очень забавные вещи спрашивают. Как-то вот в 5 классе рассказывала об устройстве Солнечной системы и неосторожно сказала, что Солнце погаснет через какое-то время, чем вызвало очень большой такой всплеск горя. И один мальчик вообще очень на полном серьезе сказал: неужели мы все умрем, когда Солнце погаснет? Вот пришлось его успокаивать, что это будет через 5 миллиардов лет. Я учила свою дочку в начальной школе. И мы тщательно скрывали это, что она моя дочка. И один ученик однажды вот в середине года в 1 классе узнал и так удивился, говорит: как? Это ваша дочка, Аина ваша дочка, вы же учитель. Еще один случай. Маленькие дети, они все думают, что у учителя национальность такая же, как у них. И тоже очень удивились, когда я сказала, что я якутской национальности. Я говорю: я якутка. Как? Вы якутка? И вот так вот тоже удивились. Думали, что я или русская, или кто-то по их национальности. Вот такие интересные
вопросы, случаи были. Но один вот немножко меня как бы остановил этот вопрос и удивил. Ученик задал вопрос, интересно ли мне было читать роман «Доктор Живаго» Пастернака. Но я, конечно, его не могла читать раньше, потому что он был запрещен у нас в Советском Союзе. И уже после того, когда перестал существовать Советский Союз, роман был издан. И, конечно, много о нем говорили, об этом романе. Такая была поднята, я бы даже сказала, шумиха. Но когда я читала этот роман, то я не испытала такого восторга, как это освещалось в прессе. И вот ученик тоже спрашивает, как вот я с интересом ли я его читала. Но я говорю, конечно, мне пришлось его прочитать, потому что я обязана была как учитель его прочитать. Но, с другой стороны, главный герой – это человек, который, в общем-то, не все воспринимал, что было принято в Советском Союзе. Это марксистско-ленинская теория, борьба, построение светлого будущего. Он во многом сомневался. И, конечно, вот мысли такого человека читать было интересно. И в то же время вот подогревало интерес это четверостишие. Свеча горела на окне, свеча горела. То есть, вот эти сомнения, мысли, они всегда одолевают человека. И пока этот человек думает, размышляет, у него огонек горит. То есть он неравнодушен ко всему окружающему. И некоторые произведения, мне кажется, я бы сейчас даже глубже открыла ученикам. Но время прошло. Сама для себя открываю. Горе от ума, еще меньше знаешь, крепче спишь. Так можно сказать, да? Но нет, я не согласен с этим, что именно горе от ума будет. Потому что главный это принцип какой? То, что нужно гораздо больше узнавать, развиваться. В этом, в принципе, и залог успешной жизни. Не актуально на сегодня? Я считаю, что не актуально, потому что чем больше ты знаешь, тем лучше. Чем больше сфер ты разбираешься, тем лучше, тем шире твой кругозор. И это в преподавании тоже помогает, потому что ученики тоже могут спросить, например, какой-нибудь задать вопрос у тебя не по теме, не по английскому языку, например, а какой-нибудь другой, например, в политике или что-нибудь еще, в музыке, да неважно, в чем, в кинематографе. И лучше всего, конечно, ответить, чтобы повысить или удержать авторитет в глазах учеников. Мне кажется, историческая личность, с которой я хотел встретиться, их могу две личности назвать. Это Леонардо да Винчи и Михаил Васильевич Ломоносов. Почему? Потому что они были людьми всесторонне развитыми. То есть они одинаковые успехи достигали в разных областях. Меня всегда такие люди восхищали, которые не в какой-то конкретной узкой области преуспели, а во многих. Мне очень интересно было бы встретиться с такими людьми. Я хотела бы пообщаться с Екатериной II. Почему? Наверное, сейчас, потому что актуально насчет вакцинирования. Мы прекрасно знаем, что Екатерина II себя привила и ребенка своего привила, сына, от оспы. И я хотела бы ей задать вопрос. Вот почему? Потому что все боялись, все переживали. Она это сделала. И второй вопрос, который я хотела бы ей задать, как все-таки можно в себе воспитать твердость характера. Твердость характера и уверенность в себе. Потому что мы знаем, что с детства она была такой вздорным ребенком, и мама где-то ее ругала, но человек стал строгим и многого в жизни добился. А вы сами чем помимо педагогики увлекаетесь, скажем, какие у вас хобби? Хобби? Музыкой я увлекаюсь. Музыка, это мое большое хобби. Играете? Да, играю на музыкальных инструментах. Как учитель мечтаю о том, чтобы путешествовать, увидеть как можно больше мира, разных стран, разных культур.
Это мне очень интересно. Я сейчас прохожу курс мобильной видеографии, да, снимаю разные ролики, да, монтирую его, да, и мне это очень, оказывается, помогает, да, и я так восстанавливаю свои силы, можно сказать. Ну, у меня, получается, есть волонтерское движение «Равные равному», также есть, получается, кружок, который готовит будущих активистов, называется Activity Time, и также есть мир профессий и здоровая жизнь. Конечно, мы работаем много. Учитель работает сначала в школе, преподает урок, да, общается с детьми, потом идут различные мероприятия. У нас мероприятий очень много и в воскресенье, то есть мы работаем и в будни, и в выходные. Обязательно мы должны проверять тетради, то есть наш рабочий день, он не заканчивается, наверное, никогда. И как сохранить вот этот ресурс, как быть интересным, как быть работоспособным. Ну, для меня это все-таки, наверное, прогулка по лесу. Мы, наверное, должны как-то вот черпать свои ресурсы вот с природы. Гулять по лесу, гулять возле водоемов, реки. И для меня очень важно, чтобы время оставалось на чтение. Мне хотелось бы всегда как-то развиваться. Путешествие – это инвестиции в себя. И когда ты посещаешь другие города, когда ты общаешься с другими людьми, ты подпитываешься этой энергией и как-то становишься более таким интересным не только для себя, но и для других. Я, конечно, хотела бы выехать куда-то из города и чтобы как-то путешествовать. Ну, наверное, так. У меня хобби, не связанное с моей профессией. Я шью кукол и делаю украшения из натуральных камней. Вот. Вообще я считаю, что у каждого учителя, да и вообще у каждого человека хобби быть должно. Учитель он должен быть непременно, потому что это снижает профессиональное самовыгорание. Потому что оно наступает периодически. Вот недаром же там в Англии, да, если там учитель 15 лет проработал в школе, человек, его не берут на суд свидетелем. Вот. То есть вот очень большое напряжение. Вот это напряжение, чтобы снимать. Вообще в жизни же. Ну и в жизни тоже. Держать статус. Да. Вообще это тяжело. Учитель – это всегда очень большая ответственность. Признаться, еще остались вопросы учителям, но это в другой раз. Если есть желание рассказать о своем любимом учителе, обращайтесь. Ну а пока пожелаем всем учителям отличных каникул с озарением и необычными планами на следующий учебный год.